Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 24 июня. Это у нас с вами вторник. Смотрим мы на колоде пассианс, цыганский пассианс. Все знаки от овнов до рыбок в одном видео. Значит, перед тем, как делаю расклад, рассказываю. У нас с вами влияет на этот день аркан Мир. Очень хороший, очень позитивный, классный аркан. Значит, каким образом я получила, да, этот аркан? Мы с вами складываем 2, 4, 6, 24.06.2025 год, 2, 4, 6, 2, 2, 5. Получается, если вместе сложить все цифры, 21. У нас есть с вами 21 аркан, это вот как раз аркан Мир. Что это за день? Это день, он может быть, во-первых, очень позитивный, скорее всего, что будут хорошие в основном события карты показывать. Во-вторых, он может показывать какие-то цикличные события, то есть могут происходить что-то, что происходило до этого. Может быть завершение каких-то проектов, там, не знаю, задач. Мир – это еще про точку, когда мы достигаем какого-то вот потолка, результата. Это также мировые какие-то события. Карта Мир часто вот именно, ну, если что-то происходит в мире такое масштабное, да, что все об этом слышат, знают, то это вот обычно считаешь, и выпадает карта Мир. Так что может быть что-то такое в мире произойдет интересненькое. Плюс у нас с вами 21-го было летнее солнцестояние, а плюс-минус 3 дня, да, вокруг этого дня, то есть это вот там с 17 по 25 могут происходить действительно события мирового масштаба. Ну, посмотрим сейчас, что нам с вами карты покажут. Но в целом день должен быть достаточно такой позитивный. Смотрим, значит, покажите мне 24 июня, вторник. Вторник, ой, овны. Что будет у овнов? Какие события будут во вторник? Основные события. Что ждет овнов во вторник? 24 июня. Дерево. Первое событие. Кровать. Сундучок. Либо еще второй вариант могла быть бабочка. Видите, тоже можно соединить. Но я увидела сундук. Оставляю его. Два кольца. Цыпленок. Смотрим, также есть еще будильник, солнышко, здесь нет, гости нельзя соединить. Ну, здесь я не вижу совпадений. Получается, ну, как я и сказала, видите, все события хорошие. Приглашение вы можете получить куда-то, интимная связь может быть, финансовые поступления, прибыль, тайная встреча, общение с семьей, с детками. Ну, или еще цыплята могут показывать, что мы о ком-то заботимся, ухаживаем, нянчимся. Хорошее настроение, солнце, радость. И будильник показывает, что нам в этот день нужно будет куда-то успеть к определенному времени. И по будильнику мы можем немножко опаздывать, спешить. Иногда будильник еще показывает очень важный день, да, то есть какой-то такой, знаете, день, который у нас отмечен в календаре. Вот, может быть, даже, мне кажется, больше он таким образом будет проигрываться, что будет какое-то важное событие, которое может вас порадовать. Так что, как я и говорила, видите, в принципе, плохих событий нет. Смотрим дальше. Дальше у нас будут с вами тельцы. Так, смотрим, что там у тельцов. 24 июня. 24 июня, вторник. События дня, тельцы. Бардачок у меня тут организовался. 24 июня, тельцы, события дня. Смотрим.
Угу. Первое событие — лавровый венок. Прекрасно. Ножницы тоже хорошо. Корабль. Угу. Подкова. Расческа. Вот расческа не очень хорошо. Но так как рядом удача, да, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Вполне может вот так проиграться. Угу. Здесь не вижу. Бабочка есть по горизонтали. Бабочка нет, нет, сердце нельзя. Здесь нет и здесь кровать нельзя. Значит, рассказываю. Рассказываю, что у вас выпало. У вас выпал успех в делах в этот день, во вторник, решение какого-то важного вопроса, ожидание кого-то или что-то будет. Может быть, вы ждете решения этого вопроса. Деловой разговор. Опять же, да, вот разговор пройдет успешно, и вы решите какой-то вопрос. Удача, везение в этот день вам будет сопутствовать. И может быть неприятность. Но опять же, так как рядом лежит удача, я думаю, что то ли через эту неприятность вы что-то получите, то ли, может быть, вы эту неприятность обойдете стороной, как-то тут удача повлияет. Ну, в общем, вот такая информация для вас. Тельцы на вторник. Благодарю за внимание. Я перехожу к близнецам. Смотрим близнецы. 24 июня. Близнецы. События дня. Угу. Первое событие у вас замок. Яблоко. Метла. Весы. Угу. Череп. Ну, у вас как-то тут не очень события. Дробь нельзя. Корона. Может быть, врач, если брать здоровье. Удачу нельзя соединить здесь. Нет, нет, нет. Нет, нет и нет. Значит, рассказываю, что выпало. Из негативного выпала ссора. Небольшая ссора с кем-то, может быть, в этот день. Ссора, слезы. И еще тема здоровья тоже. Болезнь выпала. Возможно, будет ухудшение самочувствия. Также, и еще знаете, что может быть? Какой-то выбор может быть связан со здоровьем. Видите, выпадает колебания, сомнения и тема здоровья. Выбор. Ну, может быть, там выбираете больницу, врача, метод лечения, препарат, не знаю, какие-то там таблетки, еще что-то. То есть выбор, скорее всего, будет связан со здоровьем. Открытие информации. Показывает у нас с вами замочек. Открывается тайна, что-то, что вы не знали. И общение с очень важным, влиятельным человеком, может быть. Так что вот такая информация для вас на этот день. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Сейчас посмотрим, как на
раков будет влиять карта Мир? Так, раки. 24 июня. 24 июня, вторник. События дня, раки. Так, раки, поехали, смотрим. Сразу же выпадает молния, первое событие. Дерево. Два сердца. Змея. Ой. Лавровый венок. И сейчас я еще проверяю. Есть бабочка. Месяц нельзя. Свиток нельзя соединить. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, у вас во вторник приходит какая-то очень важная новость. Скорее всего, в электронном виде. Это смс-ка, письмо на почту. Ну, может быть, там новость в телеграм-каналах. Приглашение. Вас куда-то приглашают. Любовь в этот день. Успехи в работе, в делах. Какой-то важный разговор. Рабочий, опять же, деловой. И общение со змеей. Ну, тут может быть как человек-абьюзер, да, тот, кто пытается как-то вас там задеть, ужалить, сказать какое-то замечание, подколоть. Но также это может быть и человек по году рождения, змея. Поэтому тут, ну, то есть он такой по своему характеру, да, он может там жалить и имеет такой острый язык. Но к вам он относится хорошо, этот человек. Поэтому тут как проиграться, не могу сказать. Так что, может быть, это с этой змеей будет разговор. Видите, разговор же выпал. Может быть, с ней будет. Вот такая информация. Ну, в принципе, у вас тут все нормально. Если не обращать внимания на змею в этот день, то все хорошо. Благодарю за внимание, раки. Перехожу ко львам. Львы. 24 июня. События дня, львы. Так, июнь. 24 июня, львы. Змея. Бокал. Зеленый змей. Так. Луну нельзя. Угу. Кораблик. Так, здесь не вижу. Ну, как-то вас не сильно прям тут балуют событиями. Угу. Рыба.
Здесь нет, здесь нет, 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 нет. И вроде бы не вижу. Значит, получается 4 события всего нашла. Первая — змея. Показывает, что в этот день будет контакт, общения со змеей, с человеком, у которого такой ядовитый язык. Дальше бокал — это застолье. Возможно, вы с этой змеей будете там выпивать где-то. Скользкое дело, рыба, хитрость, манипуляции, мошенничество, обманы. То есть тут надо быть осторожными. Но иногда рыба — это рыба. Ну, то есть, допустим, там застолье, какая-то вкусненькая рыбка, такая прям вот запоминающаяся, тоже может быть, не исключаем. И корабль ожидания. Долгое, нудное ожидание. Вы в этот день долго кого-то будете ждать. Кого-то или что-то. Так что будете скучать. Такая информация. В принципе, ничего тут плохого, ну только вот эта рыба. Да, если брать из минуса, то нужно постараться избежать какого-то мошенничества. Но у меня по ощущению, что это больше как-то будет связано с застольем, эта рыба. Вот такая вот информация для вас. Благодарю за внимание и переходим дальше к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев во вторник будет. Так, девы. 24 июня. 24 июня, события дня, девы. Как для них пройдет этот день? Замок, ключ рядом с замком, маска. Угу. Знаете, что это? Откроется обман, да, тайна, откроется какая-то тайна. Слезы, яблоко. Еще сильные переживания. Ух, может быть, вас расстроит вот этот обман, который откроется. Приглашение. Сердце нельзя. Ага, и есть еще плюсик, это успех в делах. Лавровый венок. Значит, смотрим теперь здесь. Горизонтали не вижу. Вертикали тоже не вижу совпадений. Получается, в этот день у вас откроется какая-то тайна. Будут сорваны маски. Вы узнаете о том, что вас кто-то обманывал, да, скрывал. Истинное лицо, ключ. Ну, ключ, он как раз показывает, что открываются какие-то двери, открывается какая-то информация, которая до этого была закрыта. Дальше слезы, сильные переживания, приглашение и успех в делах. Ну вот из плюса вы видите, что в делах тут все хорошо. Из минуса это сильные переживания из-за какого-то обмана. Но с другой стороны, лучше знать правду, да, чем вот ходить, не знаю, там, в дурачках с лапшой на ушах. Поэтому можно это считать негативным событием? Ну, не знаю, мне кажется, это наоборот хорошо, когда правда открывается. Пусть она даже какая-то болезненная, такая неприятная, но лучше правда. Кстати, по карте мира это часто вот именно подсвечивание, да, чего-то такого. Так что тайна вылезет наружу. Может быть, это какая-то такая, знаете, общая информация будет. Не конкретно, да, про вас и вашу жизнь, а вот что-то там, не знаю, связанное с политикой, не знаю, религией, что-нибудь такое. Ну, посмотрим. Благодарю за внимание. Переходим дальше к весам. 24 июня. Весы. События дня. — 24 июня, весы.
Конверт, первое вижу событие. Будильник, второе. Цепь, третье. Змея. Угу. Два меча. У вас здесь прям негативные события идут один за другим. И горизонтали, вертикали нет совпадения. Получается, в этот день вы получите какую-то информацию, ну, либо какой-то документ, справку, бумагу, то есть получение, можно так назвать это событие, получение, а потом дальше какая-то проблема будет со временем, будильник, можете где-то там не успевать, опаздывать, спешить, торопиться, неправильно распределить время, неправильно там, не знаю, услышать время и прийти не к тому. Так что тут надо контролировать время в этот день. Скандал, конфликт, змея, это абьюз, какие-то издевательства, какие-то подколки, да, вот в нашу сторону, может быть, вот конфликт с этой змеей. И нерешенный вопрос. Карты показывают, какой-то вопрос не решается. Может быть, из-за этого вы там ругаетесь. Опять же, на этом может влиять время, как вариант. Так что вот такие события для вас на вторник. Благодарю за внимание и переходим дальше к скорпионам. Так, скорпиончики. 24 июня, вторник, события дня. Поехали. Угу. Сразу же рыба. Первое событие. Друг. Может быть, друг будет вас втягивать в какие-то истории. Метла. Цветочек. Это хорошо. Так, ну еще есть весы. Также есть, смотрите, успех. Успех. Здесь не вижу, здесь нет, нет. Нет, нет и нет. Получается, в этот день скользкое дело, выпадает рыба. То есть это когда кто-то пытается вас заманить в свои хитро расставленные сети. Поэтому будьте осторожны, включайте свою скорпионью интуицию. Успех в делах, общение с друзьями, исполнение желания, небольшая ссора с кем-то и сложный выбор. Два варианта, и вы будете колебаться между двумя вариантами в этот день. Так что, видите, есть и хорошие события, но есть вот и предупреждение. Скользкое дело и небольшая ссора. Благодарю за внимание, скорпиончики. И переходим дальше к стрельцам. Сейчас будем разбираться, что у стрельцов. — 24 июня. События дня, стрельцы.
Угу. Первое событие — машина у вас. И солнышко. Череп. Может быть, усталость. Бокал. Бокал и солнце. Так, новости. Молния. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, вторник, события, получение информации, новостей, может быть какое-то застолье, мероприятие, классное настроение, поездка. И вечером, возможно, ухудшение самочувствия. Тема болезни выпала. Ну, может быть, это будет просто усталость, как вариант. Ну, может, конечно, и что-то где-то будет ныть, болеть, беспокоить по здоровью. Ну, это вот единственный такой минус для вас. Такая информация, стрельцы. Благодарю за внимание. Я перехожу. Кто у нас дальше? Козерожки, да? Так, смотрим. Козероги. Как этот день пройдет для вас? 24 июня. Козероги. События дня. Угу. Первое событие — метла. Угу. Книга. Подарок нельзя. Подсвечник. Яблоко. Дерево. Так, здесь нет, 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 нет. И есть еще новость. Рассказываю. Значит, выпадает вам небольшая ссора в этот день, выяснение отношений с кем-то. Книга, посещение госучреждения, казенный дом, надежды, приглашение, слезы и получение какой-то очень важной информации в этот день. То есть из минуса получается ссора и слезы. Но опять же, ссоры можно избежать. Тогда не будет ни ссоры, ни слез. Вот такая информация для вас, козерожки, на вторник. Благодарю за внимание. И будем сейчас смотреть, что у водолеев. Так, водолеи. 24 июня, водолеи, события дня. Угу, месяц есть.
кровать. Замочек. Цветок. Рыбу нельзя. Есть еще роза. Здесь нет и здесь нет совпадений. Дерево нельзя, потому что эта карта уже зафиксирована. Значит, смотрите, что у вас выпадает. Луна. Луна показывает всегда цикличность каких-то событий. То есть события, которые постоянно повторяются. Может быть, даже вот там каждый месяц 24 числа. Дальше у вас свидание, интимная связь выпадает. То есть точно все хорошо будет в личной жизни. Исполнится какое-то желание в этот день, цветочек. И может открыться какая-то тайна по замочку. В принципе, у вас все события, видите, хорошие в этот день. Плохого ничего не выпало. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Сейчас будем смотреть, как у рыбок пройдет этот день. Так, рыбы. 24 июня. События дня рыбы. Якорь. Слезы нельзя. Ключик. Дерево. Бокал. Месяц. Какое-то событие, которое имеет цикличность, типа дня рождения. Больше горизонталь, вертикаль не вижу. Значит, смотрите, первое событие якорь. Но якорь показывает, что первая половина дня, она какая-то будет такая статичная. Ничего не происходит, да, особо никаких событий. Потом выпадает ключ. Открываются новые двери, новые возможности появляются. Все в ваших руках. Дальше приглашение, застолье. То есть получаете приглашение, скорее всего, где-то хорошо провести время, отдохнуть. Само застолье, и Луна просто показывает, что это событие, оно цикличное, оно постоянно происходит. Да, есть некий цикл, там раз в полугодие, раз в месяц, раз в год. Ну, то есть как день рождения. Ключ, кстати, еще может показывать, что этот день, он важный, он какой-то особенный, он может быть даже отмечен у вас в календаре. Ну, типа, да, вот вы знаете, что будет это событие. Так что вот так. В принципе, у вас все события хорошие, тут плохого ничего не выпало. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.